Приветствую, дорогие подписчики и гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра. И у меня для вас прогноз на 1 марта. Значит, это у нас будет среда. Смотрим все знаки зодиака по очереди от овнов и до рыбок. По 6 знаков я смотрю в каждом видео. Начинаем с овнов. 1 марта, среда. Покажите мне события для овнов. Меня интересует, что будет происходить у овнов. Корона. Это общение с представителем закона, власти. Может быть, человек в форме. Флаг нельзя. Выбор. Весы. Ну, имеется в виду колебания, сомнения какие-то при выборе. Успех. Мешок с деньгами. Здесь нет. Значит, смотрите, получается в этот день общение с представителем закона, власти, возможно, получение денег. То есть, может быть, этот человек будет вам выдавать какие-то деньги. Мешок с деньгами еще может показывать траты. Да, то есть тут могут быть и поступления, и траты, сложно сказать. Дальше выбор, колебания, сомнения при выборе и успех, победа в каком-то деле в этот день. Так что все события у вас со знаком плюс выпали на среду. Благодарю за внимание. Переходим к тельцам. Смотрим тельцы. Первое марта. Тельцы. 1 марта, среда, события дня. Кровать, интимная связь. Ну или желание с утра, да, поваляться, не хочется вставать. Тоже может быть. Нерешенный вопрос. Надежда. Возможно, надежда, да, то есть остается только на решение этого вопроса. Мешок с деньгами. Это какое-то событие, связанное с финансами, да, то есть поступление, снятие денег, обмен денег. Возможно, нерешенный вопрос будет связан с деньгами. Гости. Гости или еще могла получиться расческа. Но я увидела первую чашечку. Если вы увидели расческу, тогда у вас проиграется неприятность. Так, гости, смотрим дальше. Ссора может быть. Или метла еще может порядки показывать, наведение порядков.
Горизонтали, вертикали нет. Получается в этот день интимная связь, нерешенный вопрос, надежда на что-то. Ну, возможно, да, вот на решение этого вопроса, но тут похоже, что не получится. Финансовые операции какие-то, общение с гостями и, может быть, ссора. Ну, или второй вариант – это наведение порядков дома. Так что, может быть, да, перед гостями будете готовиться. Вот такая информация для вас, тельцы, на среду. Благодарю за внимание. Перехожу к близнецам. Близнецы. 1 марта. Среда. События дня для близнецов. Мешок с деньгами. 3-й знак подряд. Финансовые операции. Ага, так. Я первую увидела часы, оставляю часы. Часы показывают время, то есть, возможно, в определенное время куда-то вам будет назначено в этот день, да, например, время прийти и забрать деньги, да, там, не знаю, как-то так. Но также, смотрите, еще есть и тайная встреча. Если вы увидели ее первую, значит, у вас проиграется тайная встреча, свидание. Пустые разговоры. Будильник еще может показывать опоздание. Змея. Опасность, да, то есть человек, от которого нужно держаться подальше. Подарок. Подарочек. И смотрим горизонтали, вертикали. Успех. Успех, победа еще может быть. Корабль нельзя. Нет, больше не вижу. Значит, получается, в этот день финансовые операции, в этот день пустые разговоры, какая-то проблема со временем. Змея. Человек, который готов ужалить, укусить, да, сделать неприятно. Съязвить, возможно. Но иногда еще, смотрите, змея может проигрываться еще и как врач, да, то есть, ну, например, человек, связанный с медициной. И еще иногда бывает человек по году рождения змея. Поэтому тут тоже надо вот не забывать про это. Дальше подарочек и успех. То есть у вас, в принципе, все события хорошие. 2 предупреждения – это время, да, вот постараться никуда не опоздать. Ну и змея тут. Если проиграется как злые языки, тогда будьте готовы, что кто-то ужалит. Благодарю за внимание. Перехожу к ракам. Смотрим раки. 1 марта, среда. Первое марта.
Первое событие — печаль. Что-то вас может очень сильно расстроить в этот день. Ничего не вижу. Слезы. Одну ситуацию только увидела, да, то есть печаль и слезы. Даже причину не показали. Так. Сейчас я еще горизонтали и вертикали досмотрю. Будильник еще, вот подсказка может быть. Будильник — это всегда какая-то проблема со временем. Ага, вот смотрите, удача еще есть. Плюсик все-таки есть. Так, здесь нет. И здесь свидание я не могу вам сделать. Получается, у вас в этот день 4 события. Первое показывает, что вы можете быть очень сильно чем-то расстроены, разочарованы. Прям вот до слез, да, то есть, ну, какие-то точно будут негативные эмоции. Возможно, это может быть связано со временем. Будильник, да, показывает, что куда-то не успели, опоздали, не получилось сделать вовремя, да, то есть вот как вариант может быть вот так. Но, да, то есть, есть и плюс, есть удача. Будем надеяться, что вот эта удача, она как-то смягчит, да, это обстоятельство. Ну, вот такая вот информация. Иногда еще бывает печаль и слезы, возможно, не касаются вас лично. Да, то есть может еще так проигрываться. Например, у кого-то, да, то есть там из близких произошла какая-то ситуация, или в целом, да, там в стране, в мире, да, вот какая-то ситуация, которая, знаете, бывает расстраивает. Может быть так. Потому что я не думаю, чтобы из-за времени можно было так сильно расстраиваться. Просто колодец всегда показывает очень глубокие чувства. Очень. Ну, как бы трудно мне совместить, да, время и колодец. Вот такая вот информация для вас, раки. Благодарю за внимание. И перехожу я дальше к львам. Так, львы. Первое марта. События для львов. Покажите мне, пожалуйста. У вас выпадает деловое общение. Хорошие новости. Да, вот, возможно, в этом разговоре вы узнаете какую-то для себя позитивную информацию, получите. Так. Здесь, значит, смотрите, есть свидание и есть слезы. Да, то есть 2 события. Но я первое увидела свидание, розочку увидела. Оставляю ее. Да, то есть это приятная встреча. Если вы увидели яблоко, тогда у вас могут проиграться слезы. Но здесь, похоже, это какие-то слезы радости, да, то есть это положительные эмоции. Рядышком еще выпадает солнышко, да, то есть радость. Друг. Очень может быть, что вот это свидание, да, встреча будет с другом, да, то есть и очень хорошее настроение будет у вас. Также выпадает корона, это представитель закона власти, то есть какой-то влиятельный, важный человек. Деньги, траты. Может быть, у вас встреча будет в каком-то месте, где нужно потратить деньги, да, то есть, а корона может показывать какого-то специалиста. Гости. Либо в гости придут, да, вот траты на гостей, в гости приходят друг, да, то есть приходит какой-то
Еще влиятельный человек, может быть, у вас кто-то из друзей, да, то есть такой вот может быть влиятельный. Победа. В общем, тут можно массу вариантов придумать из того, что выпало. Поэтому еще рыба. Хитрость, обман, уловки, какие-то манипуляции. Надо быть осторожным. Смотрите, сколько событий. Ужас. Обман нельзя. И здесь нет. Но я думаю, что у вас, смотрите, тут получается 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 событий. Из 10 событий, скорее всего, они будут группироваться. То есть 2, 3 будут показывать одно. Я вам называю просто отдельно. Значит, будет деловое общение, хорошие новости, приятная встреча, хорошее настроение, гости, траты, общение с другом, победа, представитель закона власти, возможно, человек, который присудит эту победу. И вот минус, да, то есть единственный минус, который у вас выпал из такого количества, это хитрость, обман, манипуляция, то есть какие-то заманчивые предложения, но от них всегда лучше отказываться. Поэтому вот если в деловом общении, да, вы получите какие-то заманчивые предложения, тут надо будет хорошо подумать. Ну, по крайней мере, точно с кем-то проконсультироваться, да, то есть правда это или нет. Поэтому тут вот такое для вас предупреждение, львы. А так у вас очень много событий, и большинство из них очень хорошие. Благодарю за внимание, и перехожу я дальше к девам. Смотрим девы. 1 марта, среда. События для дев. Покажите мне. Цыпленок. Общение с семьей, с детьми. Новости. Победа. Деловое общение. Гости. И общение с другом. Возможно, в гости, да, друг, подружка придут. Так, теперь проверяем горизонтали. Горизонтали нет, вертикали. По вертикали есть будильник, время. Да, то есть, возможно, встреча с другом на определенное время. И будильник часто показывает опоздание. Ваше опоздание, может быть, друг опоздает, не знаю. То есть, когда вот у нас со временем происходит какая-то сложность. Значит, смотрите, что получается. У вас выходит общение с семьей, с детьми в этот день, новости, победа, деловое общение, гости, встреча с другом, подружкой и время. Вы будете ориентироваться на определенное время какое-то в этот день. Ну, то есть либо на эту встречу с другом, либо на деловую встречу. Точно вот. Может быть несколько встреч, будильник показывает, нужно везде успеть, да, не опоздать. То есть правильно распределить время. Так что вот, ну, все события хорошие выпали, все со знаком плюсик. Так что, девы, среда очень хороший день и принесет вам какую-то победу. Вот такая вот информация для вас на среду. Благодарю за внимание. Дальше перехожу к весам. Знаки от весов до рыбок будут во второй части видео.
Ссылочку для вас на вторую часть я оставила внизу в описании под видео. Нажимайте, переходите. Под каждым видео тайм-коды выбирайте и смотрите свой знак. Жду вас во второй части.